ребята? Доброе утро, Светлана Владимировна! Ребята, сегодня действительно доброе утро. Наступила весна. За окном ярко светит солнце, весело поют птицы. И я вас всех приглашаю в круг радости, для того, чтобы вы радостно и весело поприветствовали друг друга. Потому что для радости сегодня есть причина. Ведь в этом зале собрались сегодня верные и настоящие друзья. Возьмите за руки, повторяйте за мной. В хороводе я иду, друга я в себе найду. Здравствуй, друг! Вот и я! Мы хорошие друзья! Мы сегодня говорить с вами, ребята, будем о верных и настоящих друзьях. А сейчас я прошу, чтобы вы заняли свои места. Ну что ж, ребята, мы продолжаем. Сейчас я предлагаю вам отправиться в удивительный мир вашей фантазии. Сядьте, пожалуйста, поудобнее, облокотитесь на спинку стула, закройте глаза. Представьте себе, что вы идете по солнечной тропинке. Ярко светит солнце, поют птицы, а навстречу вам идет фея любви. Она улыбается вам. В руках у феи волшебная шкатулка. В этой шкатулке лежат яркие бусинки. У каждой бусинки свое название. Доброта и любовь, радость и здоровье, счастье и веселье, улыбка и успех. Фея любви дарит вам эту шкатулку. Откройте глаза. Посмотрите, ребята. Вот эта шкатулка. Я хочу, чтобы сейчас вы выбрали каждый свою бусинку и подарил ее с добрыми пожеланиями своему другу. А начнем с меня. Я беру бусинку красоты и хочу подарить ее Карине. Я хочу, чтобы Карина всегда была красивая. Спасибо. Давайте я стану Владимировной, потому что я хочу ее любить. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, снова я. Я беру бусинку счастья и хочу подарить ее Роме. Я хочу, чтобы Рома был всегда счастливый. Я беру бусинку здоровья и хочу подарить ему Эльдару, потому что он здоровый. Чтобы был всегда Эльдар здоровый. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, Эльдар. Я беру бусинку любви и хочу подарить ее Лосане, чтобы у нее было хорошее настроение. Ну, подари, хорошо. Конечно, от таких слов у нее будет обязательно хорошее настроение. Спасибо. Я беру бусинку счастья, и я ее хочу подарить Айлане. Я хочу, чтобы Айлана была счастливой. Бусинку счастья, и хочу ее подарить для нас. Хочу, чтобы для нас была счастливая
и И улыбчивая. улыбалась всегда. Мгм. Спасибо. Я беру бусинку здоровья и хочу ее подарить Анеле, чтобы она была здоровая. Спасибо. Я беру бусинку дружбы и хочу подарить ее. Она рассуждает. Анна Рассагентай не хочешь подарить? Ну, подари, пожалуйста. Вырежите, пожалуйста. Спасибо, моя хорошая. Красивый. Спасибо. Я беру бус и дарю ее талант, потому что мы с ним друзья. Мы с ним друзья. Мгм. Бусику здоровья. Мгм. И дарю ее голубь. Ее задолома был здоровый. Умница, молодцы. Хорошо, ребята. Какие добрые и хорошие пожелания у вас для ваших друзей. Настоящие друзья всегда говорят своим друзьям хорошие слова. Приходят к ним на помощь, если надо, и весело играют. А сейчас положите, пожалуйста, свои бусинки в нашу волшебную шкатулочку. Ну что ж, ребят, я предлагаю вам сейчас поиграть в игру. У меня на столе стоит волшебный сундучок. Мне кажется, в нем лежит волшебный предмет. Давайте мы сейчас откроем и посмотрим, что же там. Ребята, посмотрите, в сундучке лежали волшебные очки. Если одеть эти волшебные очки, то вы можете увидеть все самое хорошее в своих друзьях. Поиграем с вами в игру? Да! Тогда начнем с меня. Волшебные очки нужны мне для того, чтобы все узнать про друга моего. Я надела волшебные очки и знаю, что Ильдар всегда помогает убирать и накрывать на стол. Я надеваю волшебные очки, и волшебные очки помогли мне увидеть, что Анелия всегда помогает убирать игрушки и накрывать на стол. Мгм. Ильдар. Я надеваю волшебные очки и вижу, что Рома любит делиться игрушками своими. Я надеваю волшебные очки и вижу, как Дильназ очень красиво оставляет игрушки и рисует. Значит, Я одеваю волшебные очки и вижу, что Артем хорошо строит дом. Я одеваю волшебные очки и вижу, что Таран ловко играет в лассет. Я одеваю волшебные очки и вижу, что Сася очень воспитанный. Я надеваю волшебные очки и вижу, как Анелия хорошо умеет накрывать на столик. Я одеваю волшебные очки и вижу, что Карина очень красиво рисует. Я одеваю волшебные очки и вижу, как Рома хорошо поет. Я одеваю волшебные очки и вижу, как мои друзья дружно живут в садике. умница. Спасибо, ребята, за ваши хорошие пожелания.
Вам понравилась игра? Ну а сейчас я предлагаю вам немножко отдохнуть и приглашаю вас на разминку веселых друзей. Раз, два, хлопай, хлопай. 3, 4, топай, топай. Раз, два, улыбнись. 3, 4, подтянись. Высоко попрыгали. Ножками попрыгали. Крикнули привет друг другу. Повернулись по кругу. Вправо-влево наклонились и друг другу поклонились. А теперь коленки вместе. Начинаем вверх на месте. Быстро-быстро побежали. Все, закончили. Устали. Вот как весело играли и нисколько не устали, правда? А сейчас пришла пора почитать вам детвора. Занимайте свои места. Сказку про енота и белочку. Сядьте поудобнее, приготовьтесь меня слушать. Жил-был маленький полосатый енот. Каждое утро он ходил к ручейку и очищал его от веточек. Однажды енот увидел возле ручейка белочку, которая мыла грибы и складывала их в корзинку. Вдруг корзинка с грибами упала в воду и поплыла по ручейку. Белочка пыталась поймать ее палкой, но та уплывала все дальше и дальше. Белочка села и заплакала, ведь она трудилась целый день, собирая грибы. Когда корзинка оказалась в том месте, где находился маленький енот, он, не раздумывая, нырнул в ручеек. Вода была очень холодная, енот сильно озяб, но все равно корзинку достал. Он подошел к белочке, протянул ей корзинку и сказал: «Вот твоя корзинка, не расстраивайся». Белочка очень обрадовалась. Она благодарно посмотрела на енота и сказала: «Большое спасибо, ты настоящий друг». Глаза енота так и засветились от счастья, ведь ему никогда еще не говорил никто добрых слов. Вот такая сказка. Вам понравилась, ребята? Да. А кто мне скажет, кто главный герой в этой сказке? Енот и белочка. Енот и белочка, правильно. Что делал енот возле ручейка? Он очищал веточек Воду, ручеек очищал. А что делала белочка возле ручейка? Она мыла грибочки. Она мыла грибы и складывала их в корзину. Что потом случилось? Потом она упала на ручеек и поплыла. Кто упал? Корзинка с грибами упала и поплыла по ручейку. Что сделал енот, Айланочка? Он неразумно прыгнул в воду, вода была холодная, но он не испугался и достал корзинку. Что сказала белочка еноту? Спасибо. Что Делечка еще она сказала? Ты настоящий друг. Ты настоящий друг, правильно. Эти слова еноту никто никогда не говорил, поэтому глаза у него сразу стали добрыми и веселыми. Скажите мне, ребята, а как вы думаете, у этой сказки может быть продолжение? Да. А какое может быть продолжение? Потом енот и девочка пошли вместе играть. Или чача. Да, они могли пойти друг к другу, может быть, к белочке и попить чаю, да? А может быть, они затеяли какую-нибудь веселую игру, совершенно верно. Скажите мне, ребят, а вам приходилось кому-нибудь выручать своих Да. друзей? Да. Ну, пожалуйста, Карина. Когда мы стали рисовать
доделала свою работу. Вот как хорошо, что ты выручила, Айланочка. Я каталась на самокате, открутилась гайка квадратная, открутилось колесо, я упала, Росана мне помогла встать и отряхнула меня. Вот какая Росана молодец, настоящий друг. Саша, а у тебя ничего не получалось никогда, чтобы выручить кого-то? Или, может быть, тебя кто-то выручил? Меня выручил друг, когда я катался на велосипеде. А что случилось, Саша, у тебя? У меня сдуло переднее колесо, потом друг пришел и накачал колесом, и потом вместе катались. Вместе катались. Хорошо. Ну вот какой настоящий, правда, у тебя друг. Рома, а у тебя? Я не знаю. У тебя ничего не случалось. Ну, наверное, когда, если что-то получится, ты обязательно поможешь, да, своему другу. Ну что ж, ребята, наше занятие подходит к концу. Сегодня мы с вами говорили о настоящих верных друзьях. Здесь у меня на столе лежит вот такая голубая ленточка. Как вы думаете, на что она похожа, ребята? На ручеёк. Мне тоже так кажется, что она напоминает тот ручеек, возле которого встретились друзья Белочка и енот. Я вас сейчас приглашаю снова встать в круг. Давайте по нашему ручейку пустим волшебные слова и поблагодарим друг друга за дружбу. Ром, спасибо тебе за твою дружбу и что ты всегда нас выручаешь. Аналя, спасибо за твою дружбу. Саша, спасибо за твою дружбу. Оксана, спасибо за твою дружбу. Артем, спасибо за твою дружбу. Дина, спасибо за твою дружбу. Карла, спасибо за твою дружбу. Айран, спасибо за твою дружбу. Это спасибо за твою дружбу большое. Карин, спасибо за твою дружбу большое. Спасибо вам за вашу дружбу. И вам, ребята, всем большое спасибо за то, что вы такие дружные и растете у меня. Наше занятие закончилось. Я вам расскажу, что вы сделаете в своей рабочей тетради дома. Отпускайте ленточку. Посмотрите, в рабочей тетради вы найдете картинку, на которой нарисованы енот и белочка. Расскажете своим родным о сказке, с которой я вас сегодня познакомилась. И раскрасите енота и белочку в нашем альбоме. Наше занятие закончилось. Спасибо вам большое, ребята. До свидания. До свидания.